부드럽고 기대. 하나 걸로. 다음에 그거 드린 거 만날 때. Kahangitta hajaganay. Şimdi hatta askattanca. 저기요 간단하게 똑딱하고 간단하게 하다 한가 봐. Добрый день, дорогие зрители. Мы хотели бы снять какой-нибудь фильм. Давайте пройдем к Юрию Николаевичу и спросим. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за неожиданность? Да вот, хотим... Это что, фильм, да? Да, хотим фильм снять какой-нибудь. Вот. И у вас есть какие-то идеи вот, подкинуть? Ну, предлагаю снимать фильм про подледную рыбалку с невода. Такой вид рыбалки у народов Саха является культурой, быт местного населения. Национальным. Да. И ведь в ноябре убой скота, заготовки еды на зиму. Поэтому вся население идет рыбачить. Поэтому хочу показать именно эту рыбалку. Этот момент весь полностью. Да. Ага. И чтобы запасаться жиром и витаминами, чтобы зимой не замерзать в наши морозы. Да. Завтра в 5 часов утра поедем в Усалданский улус. И чтобы там к 9 часам быть. Сегодня холодно, завтра, наверное, тоже. Нужно потеплее одеться. Ну да, в наши морозы, чтобы Да. как раз там уже холодно. Спустимся в магазин и оденемся. Давайте. Что с собой подготовить нам нужно взять? Ну, костюм, сапоги, там, термобелье. Ага. Да. Ну, то есть все самое нужно, чтобы не замерзнуть, да? Доброе утро, Саня. Доброе утро. Здравствуйте. Что хотите приобрести? Да вот, Интересует. подбирать костюм, термобелье, к мухе вот подготовиться, чтобы ботинки, обувь. Да, конечно, у нас есть. Вот. Это Самые теплые, да, от Ремингтона. О, от Ремингтона. Самое Да. теплое. Это возьмем. Ага. И самое теплое у нас вот стоит костюм. Костюм. Да, конечно. Ремингтон. Да, размер есть ваш. И сапоги Баффин 41 размера. Хорошо. Принеси. Хорошо. Давай я сразу померю. Да, можете. Какая, Плотная, да? да. Уксы. О, и на меня что-то тоже несет. Вообще классно. Это вот смотри-ка. Чем-то на флис похож, да? Да. Вообще отлично. Ну-ка. Не буду мешать. Да, вообще легкая, удобная, да? Посмотрим. Это Это фирмы Баффин, да, самые теплые. От Ух минус ты. 70 до минус 100. Ну, попробую. Ага, 41 Да, размер, да? 41 размер. Упакуй-ка этот костюм, термобелье, и вот. Я тебе предлагаю костюм Якутии. Можно попробовать. Сейчас мы зайдем, Ага. посмотрим. Мгм. У меня Чтобы- просто костюм Якутии есть уже. Есть, да? Да.
протестировали. Ага. И каждую на такую вылазку я специально тестирую. А, ну да. Да. Чтобы проверить полностью. Да. А самое главное, чтобы тепло было. И снег не попадал. Спасибо, Саша. Пожалуйста, Ага. носите на здоровье. Ну давай. Ну, давайте пойдем. Это у нас отдел эконом. Покажите нам костюм Якутии. Расскажите вкратце. Костюмы Якутия у нас два вида. Есть флисовый. Предлагаю вот костюм Якутии. И к нему это шапки, рукавицы. Ага. То есть, может тогда вот этот S44-46. Да, есть. Ну, вообще удобно. Пробили, да? Ага. Все, до свидания. До свидания. Спасибо. Все, давай, Миша. Ну, костюм от Ремингтона взяли, костюм Якутии от Скади взяли. В принципе, подготовились. Ну да. Ага. Можем выезжать. Смотрите далее. وبضرب كده وين داوت كثير كثير كنت تتوقع النجي هاي كل جرينا من هذا كذا بيعمل وانا خمسة تقبل وانا خمسة تقبل النب فوقه وتبى الله تبقى ابو انا Знаменитая в Якутии подледная рыбалка на карася называется мунха. На эту рыбалку собираются почти все деревни, как на праздник лета ИСЭФ. А происходит она зимой, когда лед уже достаточно крепкий. Обычно всем действием руководит один из самых опытных стариков, который знает, где и как лучше проводить невод. Перед началом обязательно кормят огонь, задабривая байная, духа и хозяина леса, покровителя охотников и рыбаков. После этого начинается сам подледный лов карася. Это дело довольно трудоемкое, требующее слаженной работы многих людей, для чего и нужен кто-то старший, знаток мунхи и данного озера, который руководит всем процессом. Семен, как ты давно занимаешься мунхой? Ты являешься хозяином невода. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я занимаюсь примерно с 90-х годов. На каком озере мы сейчас находимся? Мы находимся на озере Халлай. Вода прибыла, и озеро наполнилось. И озеро нас кормит. Много людей участвует в мунхе. На данный момент уменьшилось, но ходят старики. Сейчас вступают в силу разные запрещающие законы, а у якутов это является бытом и традицией. Что думаете? Я думаю, что за озером нужно присматривать. Если все будет общедоступным, то тоже плохо. Нас людей много. Вы рыбачите каждый год или даете озеру восстановиться? Конечно, даем озеру восстановиться.
несколько лет по усмотрению. Ты являешься одним из больших рыбаков Усть-Алтанского района. Смеется. Нет. При рыбалке с неводом есть свои хитрости. Есть. Все зависит от озера и организации. Самое страшное, если невод зацепится под водой за корягу. Когда начинается сезон мунхи, когда он заканчивается? Мунха проходит в ноябре, но все зависит от погоды. Говорят, если прикармливать озеро, то вкус рыбы меняется. Делаете ли вы так? Я так не делаю. Но раньше предки бросали в озеро шкуру скота, чтобы рыба была вкуснее. Terahan ne anyıllar galeleri de vardı. İnne bastan bilgin tüyü çaddat ondan oğraktara ondan onu hamulan kasoy bana. One bir ay ban. Onu ayaktara. Это мастеран аньянlar бели оңролды. Они сейчас пошли ставить метки, где будут проруби и лунки. Tiyatoy bom ngata haram baram bua on katiya mu patu herel bastan tiyatoy bano mu pakna to sohlar on ton tiyatoy bano waran on ton be sohon on bom bi woni koy bangal la on para ton mu pa yede tu he ite bol ite biligin beli as bisinter gal mu pa yede tu ya Айбаналlara solların onları hacılar. Делают отметки, где будут лунки. Мухате сиребу. Здесь будет прорубь, где спускает сам невод. Ты постоянно принимаешь в этом участие? Ну, почти постоянно. Bu belirti hiddetlerinden bu ana Вот где они метки ставят, это правая и левая сторона? bir iti ondan ikiye bu vardı. Да. Ondan taharabıtın А kanan где невод будут вытаскивать? Вот там. Джон олоктак нехелене тыгыджарый манна. Местное население активно ходит или как? Да, отчата да. Совсем мало. В основном только старики. Молодежи мало. Субу эвенес хылая кайгытта. На этом озере вы каждый год рыбачите или даете отдохнуть? Даем отдохнуть, но почти каждый год. Это на усмотрение.
Ете. Bu типа уготына маны бара. Вот. Это мотня. Это правое крыло, а это левое. Körünlere bu. Allah anneleri uğur hakalı. Onlar мука. Смотрите, весь инструмент сделан своими руками. А это приспособление используем во время мунхи, тоже самодельные. Мускут. Чарас ettiler мускут. Одан тарахтакилля. Сказали, что лед тонкий, нужно быть чуть осторожнее. Эти айбаналларга чичепчиге Чтобы было легче, они сперва делают лунки ледобуром и потом увеличивают диаметр с помощью пешми. Как давно на такую рыбалку ходишь? Он где-то с 27 лет. Соблюдаете ли вы обычаи и как? Avga baran kira ne beni. Ulhana beder ga hangi denere bu semen. Adam te avga tut bugün. Te şer том tututa. Разводим костер и задабриваем духа. И во время этой рыбалки мы не пьем. Сейчас спускают направляющую. Вот пришла направляющая. Да. Правое крыло, а вот там левое. Ага. Ahmet Pednesler ya. Daha Pednesler man. Onu onlar. Terehine bile onu tanırlar. Kız beni koran köy buralar ne. Веревку отпускаю. Это тоже ответственная работа. На веревке есть отметки, которые я контролирую. Bu muhakkak edildi. Olur mu hatı takçı? Мы контролируем Они направляющую. того того джал. А дальше те, кто с пешней. А это те, кто тянет веревку на себя. Bu tustuğuna barı eve isterler. Вот так вот. Ага. У всех Или свои это хоть обязанности. Расскажи о процессе. Главное не торопиться, чтобы невод плыл спокойно. Здесь большое озеро. Мы почему пошли с левой стороны?
Оны Мы пошли слева, потому что тут глубже, а справа раньше было поле. Надо çıkartacak. Tamam tamam. Когда спускают мотню, прорубь по обычаю засыпают снегом. Ol bolağını bir tığır tokpat. Balığı bile iyağa doktor ona manna gel bedenge. Ola bırak kopatın ya. Тут прорубь, где вытаскивают невод, а там прорубь, где шумят лопатой, чтобы рыба ушла к мотне. Туу солданlar ынырык бередикте жоннора өт. У вас, оказывается, все так организовано и порядочно. Sonra ülülen hem bir balık gibi. O da sabır güvenine gider de hani diyan uhan balığın kotan kalır. Мы рыбачим по старине, новыми технологиями не пользуемся. Adam balık gibi. Bu muha Я tutturmalara вижу, что у вас инструменты все ручной работы. O da öyle hemen bu girişmay bir de gülüp ol kırılıp inler beydire. Sayın tahalan doktor bu. Да, у нас все ручной работы. Начиная с лета, мы их заготавливаем. Это вторая прорубь, через которую вытаскивают невод. Она сатох. Хосона нерede? Вот левую направляющую вытаскивают. Когда все участники вытаскивают невод из проруби, это делается максимально аккуратно и равномерно, чтобы под водой невод и мотня не зацепились за какую-нибудь корягу, иначе все придется делать заново. Пока они тянут невод, другие участники шумят лопатами или палками под водой, тем самым загоняя рыбу в мотню. При малейшей ошибке рыба может уйти, и поэтому здесь в ответственных местах за работу берутся самые опытные рыбаки. Когда невод с рыбой уже подходит ко второй проруби, участники начинают готовиться. Они готовят заранее подготовленные специальные подсачки, а саму рыбу поднимают вверх и ее начинают доставать из проруби. В это время другие участники очищают лед от снега и начинают готовить мешки, чтобы поровну делить рыбу. Kılla kılla da. Kıldı. Böyle kılın. Böyle. Demek ki.
Аңаны келді де. Kullanmıyor kullan. Tamam onu mustayım. Daha ayak var. Gel bitti. Бүгінгі қадды. Hadi güzel. Очищайте снег. Hadi güzel. Принеси еще подсачок. Қайда қостанай. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшней рыбалке. Быйыл отын balık var. Canlı balıktan da bıt gireydi. Bir de bıйыл üçe. Ага. Bir bu çarandan bıt. Рыба есть. Мы Надо сами было- из села Чаран. Onun ite kene takne yıka bakıt. Kimde ta haturu köbüküt bulu da bir bakıt. Büyük göre ite kendike getler. Onta bu manda bu tanda. Тут Вот 3 так озера вот. есть. Одно больше в 2-3 раза. Мы оставляем его на потом. 6 tonla var. Aha. O 6 tonla var evet. Bu kendike hamay. Narot tuğla subota batkı zamandık öyle bir günlerde. Tad geçti. Böyle kablo. Bu jam muka keyite benim haklarında tura bu göster bu tura var bu Вот одна часть собирает невод, а другая делит рыбу. Улахан эбе болан бир кынат қостанды. Онтан сасын ол салы. Озеро большое, поэтому спустили один раз. Продолжим завтра.
Запастись рыбой на долгую зиму местные жители выходят целыми деревнями. По традиции, по окончанию рыбалки, улов делится поровну на всех присутствующих, в том числе и детей. Это правило идет еще от предков, когда те, кто не мог рыбачить, приходили на Монху и наблюдали за процессом, а после окончания уносили домой свежих карасей. Если год вышел хорошим, то каждому доставалось по мешку рыбы. Озера, где можно не водить рыбу, в Якутии очень сильно берегут. В некоторых селах рыбаки советуют после богатой мунхи давать водоему отдых в течение года, а то возможно и больше, чтобы не нарушать баланс и не злить духа Байная. Сенен еще батик мухабут түсте мухабут костанна. Семен, очень хорошо сегодня спустили и вытащили невод. Какое ваше мнение? Сегодняшняя рыбалка прошла хорошо, но немного упустили. Сегодняшний день это просто огонь рыбы, а завтра будет вторая часть. И там загнанную рыбу будем вытаскивать. Aşağı bu köyün anarın sasın. Hasata. Hatta nimler ebevit kündüler. Сегодня озеро было благосклонно. И спасибо тебе, Семен, за приглашение и за то, что все рассказал и показал. Рыбалка подошла к концу. Мы довольны. Народ где-то 40 человек. Человек хадара кие тоқтаро. Хадара кие хадара хангапа.